Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях четверга, 8 июля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Небывалая жара и засуха способствуют увеличению площади лесных пожаров в Якутии. Сколько возгораний тушат в регионе? Обманутые дольщики, пострадавшие от двойных продаж, получили долгожданные выплаты. Некоторые ждали компенсацию более 20 лет. В День семьи, любви и верности в Нерюнгри получали подарки и поздравления как молодые семьи, так и ветераны этого праздника. В поисковый лагерь имени Охлопкова под Оржевом приехали ребята со всего Дальнего Востока. Студенты погрузятся в мир истории и походной жизни. Завершился второй день спартакиады «Игры Манчары». Озвучим главные результаты соревнований. Небывалая жара и засуха способствуют увеличению площади пожаров в Якутии. Об этом напомнил Айсен Николаев в эфире программы «Пятая студия» на федеральном телеканале «Россия-24» сегодня. При этом любая сухая гроза вызывает сразу по 20-30 новых очагов, отметил глава. С начала сезона зафиксировано порядка 900 лесных возгораний на общей площади 1 миллион 100 тысяч гектаров. Удалось уменьшить площадь огня на 60%. Сейчас на территории Якутии фиксируют 287 пожаров на площади 900 тысяч гектаров. Тушат примерно 90 очагов. Борьбу с огнем ведут 3300 человек и свыше 300 единиц техники. Привлечено 700 человек из Федерального резерва. В этом году вообще огромная беспрецедентная помощь оказывается Министерством природных ресурсов, в целом правительством страны. У нас работают сегодня лесопожарные из 12 субъектов Российской Федерации. Благодаря этому нам удается все-таки сдерживать стихию. Ни один населенный пункт не пострадал. Уверены, что мы не допустим дальнейшего распространения пожаров именно на населенные пункты. Вот это мы точно, главная наша задача — не допустить возникновения угрозы жизни и здоровью людей. При этом, конечно же, мы планируем, что уже со следующей недели все-таки мы немножко начнем уже сокращать площадь пожаров. Надеемся, что пройдут все-таки дожди в Центральной Якутии. Ну и, конечно, очень хорошо себя зарекомендовал самолет, который вызывает искусственные дожди. С его помощью нам удалось стабилизировать ситуацию по Восточной Якутии. Вместе с тем, ситуация осложняется нехваткой людей для тушения пожаров, сказал Айсен Николаев. Кроме того, существует проблема и с недостаточным финансированием, в первую очередь из-за методики расчета финансовой поддержки на сохранение лесов. Глава Якутии выразил уверенность, что эта методика будет пересмотрена. Айсен Николаев поблагодарил премьера России Михаила Мишустина и других федеральных министров за помощь в борьбе с лесными пожарами. Во главу угла ставится численность населения. В Якутии, где 250 миллионов гектаров леса, и где живет 965 тысяч человек, мы получаем по итогам, например, на 2021 год 6 рублей 10 копеек на 1 гектар. Вот как раз это не только на тушение пожаров, это вообще на сохранение лесов. По Дальнему Востоку эта цифра порядка 28 рублей на гектар, а по России почти 200 рублей. И как с такими средствами на такой огромной территории мы можем эффективно бороться. Я связывался и с Михаилом Владимировичем Мишустиным, очень благодарен ему, что он оперативно принял решение о выделении дополнительно 380 миллионов рублей из резервного фонда правительства. Они, мы надеемся, скоро поступят, потому что все средства, которые были выделены по этой методике, которая сейчас действует, они закончились еще, считайте, 2 недели назад. Теперь к эпидобстановке. Еще 95 человек заразились коронавирусом в республике за сутки, из них 52 в Якутске. В Жиганском и Нерюнгринском районах по 5 новых случаев, по 4 в Алданском, Амгинском, Мирнинском и Усть-Алданском районах, по 3 в Мегино-Кангаласском, Сунтарском и Хангаласском. Еще 1-2 человека заболели в 6 районах. Лаборатории региона провели более 3000 исследований на ковид. Что касается вакцинации, то первый компонент получили около 22% населения Якутии. Это почти 222 тысячи человек. Уточняется, что для вакцинации 60% взрослого населения необходимо еще 137 тысяч доз препарата. Напомним, якутянам доступны 3 вакцины: Гам-Ковид-Вак, Эпивак-Корона и Ковивак. Сделать прививку можно в 45 организациях республики, в которых развернули 273 специальных медпункта. Также открыты 20 мобильных пунктов вакцинации
вакцинации и созданы 140 мобильных бригад. Каждые сутки прививочные пункты способны принимать по 14 тысяч человек. Общероссийский народный фронт совместно с Минздравом страны запускает круглосуточную горячую линию по вопросам вакцинации. Граждане могут позвонить по номеру 8 800 200 34 11 и задать любой интересующий вопрос про вакцину против коронавируса. Также запущен портал stopcovid.onf.ru, где можно найти ответы на самые распространенные и активно обсуждаемые вопросы. Экспертами и операторами выступают врачи и квалифицированные специалисты Минздрава. Это мы делаем для того, чтобы была правильная, поступала достоверная информация для граждан. Как у нас пословица есть: информирован знанием, значит вооружен. Да, вот вооружить для того, чтобы мы все заботились о своем здоровье, о здоровье своих родственников, близких и вообще от всех граждан России. Продолжается прием заявок на пособие одиноким родителям и беременным женщинам. Размер пособия для родителей-одиночек с детьми в возрасте от 8 до 17 лет составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. И претендовать на него могут те, у кого семейный доход ниже прожиточного минимума. Пособие назначается на год и продлевается по заявлению, а с 1 января индексируется. Также с этого месяца появилась новая финансовая поддержка для будущих мам. Пособие получают женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности, если доход на каждого члена их семьи не превышает прожиточного минимума. Такая выплата распространяется на тех женщин, которые встали на учет на ранних сроках, еще до 1 июля. Ежемесячное пособие беременным женщинам, ставшим на ранние сроки беременности, составляет 9738 рублей. Так, пособие мы рассчитываем из учета стоимости, из расчета среднедушевого дохода. То есть, если размер среднедушевого дохода на каждого члена семьи не должно составлять больше 18 380 рублей. Пособие от 8 до 17 детям назначается одиноким родителям, либо родителям, по которым развелись решение суда и по которым назначены элементы. Размер составляет 9600 рублей 50 копеек. Заявления подаются с 1 июля через портал ЕБГУ, либо через клиентскую службу. Российские семьи получат с 16 августа единовременную выплату 10 тысяч рублей на детей-школьников в возрасте от 6 до 18 лет. Прием заявлений начнется с 15 июля. На выплаты из бюджета выделят 204 миллиарда рублей. В целом они положены 20 миллионам школьников. Еще 36 миллиардов рублей заложено на выплаты родителям-одиночкам детей в возрасте от 8 до 17 лет. Эти деньги должны получить 1 миллион 100 тысяч россиян. Минтруд в настоящее время анализирует причины отказа в выплатах на детей от 3 до 7 лет. На сайте Госуслуг создан канал для вопросов по выплатам. Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. В праздничный день в Якутске чествовали семьи, которые прожили вместе 50 и более лет. Также многодетные семейные пары. Глава республики Айсен Николаев вручил супругам медали за любовь и верность, благодарственные письма и первые социальные карты с единым цифровым сервисом. С помощью этих карт можно получить скидки и льготы, пользоваться бонусами при покупке товаров, услуг и авиабилетов. Помимо этого, карта станет льготным билетом в общественном транспорте. Глава республики отметил, что здоровая и полноценная семья – это абсолютный приоритет в Якутии. Добавим, сейчас в республике проживает более 31,5 тысяч многодетных семей. В прошлом году республика впервые за 6 лет вошла в десятку лучших регионов с высокой рождаемостью. Мы прожили очень долгую, интересную жизнь, потому что Николай Алексеевич был военным. Мы из конца в конец бороздили бывший Советский Союз, жили в Калининградской области, жили здесь в Туапсинском улусе. Он до этого в Тихсе служил. В общем, вот так вот исколесили всю страну с маленькими детьми. Но я думаю, что все-таки должно быть взаимное уважение и взаимное понимание. Любовь, конечно, она есть, была и будет всегда, но со временем взаимопонимание, взаимоподдержка – это самое главное. В День семьи, любви и верности и в Нерюнгри получали подарки и поздравления как молодые семьи, так и ветераны этого праздника. Семейные пары наградили памятными медалями и сертификатами. Продолжит Екатерина Павлова.
Семья Лазаренко в праздник семьи, любви и верности получает долгожданный сертификат в рамках муниципальной программы обеспечения жильем молодых семей Нерюнгринского района. Об этой программе семья узнала в 2018 году и, собрав необходимые документы, ждала своей очереди. У нас двое деток, и мы хотим трехкомнатную квартиру приобрести. Вот. Семья Лазаренко стала 10-й семьей, которая в 2021 году получила жилищный сертификат. Программа по обеспечению жильем молодых семей реализуется достаточно давно. На 1 января 2021 года на очереди стоит 58 семей. И в течение всего года наш отдел социальной и молодежной политики принимает заявки от молодых семей. Поэтому мы приглашаем всех, все молодые семьи, где супруги в возрасте до 35 лет, обратиться либо на сайт районной администрации, либо к нам в отдел, чтобы узнать условия участия и принять участие в этой программе. В знаковый праздник внимание было уделено не только молодым семьям. Представители администрации отправились в поселок Беркакит чествовать семью Мушта, которые прожили в браке долгую совместную счастливую жизнь. Брак Владимира и Фаины зарегистрирован в 1970 году. Самое главное – это взаимопонимание. Уважение друг к другу. Понимание друг друга. Тогда будет Да. в семье все нормально. И чтоб шло все в один кошелек, а не по разным карманам. Молодым что пожелать? Чтобы жили дружно. Слушали. Самое главное, друг чтобы друга. жили дружно молодежь. Наперекор друг другу Вот. не шли. Где можно промолчать? Особенно И самое женский главное, пол. чтобы не обманывали друг друга. Вот когда будет в семье лад, когда будут говорить правду друг другу, и тогда будет жизнь нормально. У семьи Мушта 3 детей. В настоящее время супруги находятся на заслуженном отдыхе и активно помогают в воспитании внуков и правнучки. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В поисковый лагерь имени Хлопкова под Оржевом приехали ребята со всего Дальнего Востока. В течение 2 недель почти полсотни студентов погрузятся в мир истории и походной жизни. Из Якутии в числе волонтеров 15 человек. Какие испытания ждут молодых поисковиков, узнаем из материала Марьяны Борисовой. Ржев – это знаковое место для всей страны. Здесь в 1942-1943 годах шли ожесточенные сражения с фашистами, в которых погибло около 1 миллиона советских граждан. Среди них были сотни призывников из Якутии. Традиционно в этих местах организуются вахты памяти, на которые со всей страны приезжают волонтеры. Уже 2-й сезон под Оржевом добровольцев принимает и поисковый лагерь имени Героя Советского Союза Федора Хлопкова. В этом году сюда была организована специальная дальневосточная смена. Ребята будут искать артефакты войны, поднимать, идентифицировать останки солдат. Романтику полевой жизни тоже никто не отменял, но с нововведениями 21 века. Нам сказали, что мы будем проживать в палатках. Сначала это пугало, но потом нам объяснили, что у нас будут и электроснабжение, и водоснабжение, будут душ, будет унитаз, будет стиралка или там будут, в общем, все удобства, так что переживать особо не о чем. Поэтому я решила, что почему бы не попробовать. Дальневосточная смена – это 48 ребят, 15 из них – якутяне. Каждый кандидат прошел отбор. Приоритет был отдан активистам, любителям истории и спортсменам. То есть мне колледж дал время на раздумье, ехать, не ехать. Нам выделили 1 квоту в этом году, именно нашему колледжу. И вот я решил ехать. Я являюсь спортсменом Якутска. И меня выбрали по всем характеристикам, то что и как и спорт, и физподготовка, и за ЗОЖ. Смена продлится 2 недели. Отметим, что после возвращения домой ребята смогут стать активистами, продолжить участие в проектах по восстановлению и сохранению исторической памяти. В частности, они могут помогать развитию поискового и волонтерского движения в своих вузах. Марьяна Борисова, Джур Березкин, Москва.
У юных поклонников Спайдермена в Ленске появилась тренировочная паутина. Спортивную площадку с многочисленными лазами установили в городском парке культуры и отдыха. И это единственный подобный объект в городе. Игровые формы были специально подобраны для подростков, так как для малышей уже есть детская площадка в районе многофункционального центра. Но несколько элементов для детей младшего возраста все же установили, так как юные скалолазы часто берут с собой младших братьев и сестер. Все оборудование сертифицировано, отвечает требованиям безопасности. Но и перед тем, как именно выбирать вот эти вот формы, проектная организация провела такой небольшой мониторинг, посмотрели опыт российских городов, опыт благоустройства общественных территорий на территории республики. Обманутые дольщики в Якутии, пострадавшие от двойных продаж, получили денежные компенсации. Ранее эту категорию нельзя было отнести к обманутым дольщикам, и на протяжении многих лет они не могли рассчитывать на включение в реестр. Теперь эта проблема решена. Все подробности у Дмитрия Тымырова. Анатолий Кусатов в далеком 2010 году вместе со своей супругой решили вступить в долевое строительство. Тогда их выбор впал на строящийся дом по адресу Пекарского, 6. В 2010, помню, в декабре мы подписали договор долевого участия с ЖСПК «Стех», который тогда строил этот дом на Пекарского, 6. И они там, когда мы подписывали, они все на второй квартал 2011 года стоит в очереди, все как-то гладко, все правильно было. Тогда никто не знал, что с покупкой этой недвижимости они столкнутся с рядом проблем. Было решено сразу оплатить полную стоимость объекта. Вы через риэлтора как попали? Нет, мы к ним напрямую просто. Почему не осторожничал, там знакомый работал у меня, поэтому он меня, не то что говорил, просто сказал, все нормально, строим, вводим, поэтому на это мы повелись. По словам Анатолия, первые 2 года проблем не было. Они приходили, смотрели объект, даже свою будущую квартиру. Но потом что-то пошло не так. Застройщики начали кормить завтраками. Давали какие-то сроки новые. И потом уже, когда пошли суды, когда все, мы поняли, что уже мы свои деньги от Стерха не вернем. А уже в суде узнали, что они попали под двойную продажу. И там не было известно, они первые собственники квартиры или вторые, ведь список был длинный. Мы в суд подавали, видимо, мы уже не первые подавали. Все не буду рассказывать. Там мы сначала на пени подавали, выиграли, потом на само тело оплаты, подавали, выиграли. В итоге ни компенсации, ни решения суда не было исполнено. Ведь тогда в список обманутых дольщиков граждан, пострадавших от двойных продаж, не включали. А таких в регионе насчитывалось более 80 граждан. 8 октября 2019 года принято постановление правительства о поддержке пострадавших граждан по двойным продажам. И начиная с 2019 года у нас 31 граждан включили именно в 2019 году на социальную выплату для решения данной проблемы. Так, начиная с 2019 года, этот вопрос начал двигаться с мертвой точки. И вот в этом году все обманутые дольщики от двойных продаж получили денежные выплаты. Всего выделено свыше 100 миллионов, и в том числе 18,7 миллионов в этом году. 18 миллионов. Получили? Да, получили 15 граждан. Я хочу поблагодарить Министерство строительства, фонд, который был создан, потом мэрия, департамент градостроения. Я прямо отделы или имена не знаю, просто чисто как по-человечески спасибо. И вот на сегодня значительно снизилось число обманутых граждан с 2093 до 855 человек и уменьшилось число проблемных объектов с 26 до 11. Сейчас ведется большая работа по решению проблем оставшихся обманутых дольщиков. Дмитрий Тымыров, Виктор Рукавишников, Якутск.
Бегун из Якутска Николай Копырин взял золото в беге на 10 километров среди мужчин на спартакиаде по национальным видам спорта. Время обладателя золотой медали 32 минуты 49 секунд. Серебро завоевал чурапчинец Дмитрий Степанов. Третьим финишировал Роман Алексеев из Амги. На дистанции 5000 метров среди юношей победу одержал Евгений Трифонов из Кобейского улуса. А чемпионка России, мастер спорта международного класса Наталья Леонтьева взяла золото Игорь Манчары в забеге на 5000 метров. Второй финишировала Изабелла Борисова из Усть-Алданского улуса. Бронзу среди женщин завоевала Регина Кулагина из Мирнинского района республики. Сегодня прошла как тренировочный бег, потому что изначально мы планировали просто бежать для выигрыша. В итоге получилось. Во время бега я получала удовольствие. Главное, я порадовала своих болельщиков и своего улуса. Так что все довольны, и я довольна. Завершился второй день спартакиады «Игры Манчары». Спортсмены состязались в легкой атлетике, масс-рестлинге, гиревом спорте, пулевой стрельбе, национальному и северному многоборью. Как прошли эти 2 дня у спортсменов, смотрите в следующем сюжете. В 2003 году Госкомспортом России признан новый национальный вид спорта, культивируемый в Российской Федерации как северное многоборье, которое включает в себя 5 видов. В 21-х играх Манчары по состязанию северного многоборья участвовало 28 команд и 93 участника, где среди ветеранов лидирует спортсмен Нерюнгринского района Анатолий Попов. Первый соревновательный день, 2 вида прошло. Это тройной национальный прыжок, бег с палкой. Вчера наша команда выиграла 5 медалей. И сегодня вот второй день, метание аркана, 3-й вид соревнований. 2 медали. В спартакиаде по национальным видам спорта Соленёкского района всего участвуют 39 спортсменов. Среди них 5-кратный призер республики по гиревому спорту, тренер сборной по этому виду Платон Семенов. По гиревому спорту привез 3 человек. На 63 килограмм один и свыше 85 килограмм. И ветеран один. А так у нас специально там тренера нету по гиревому, сами занимаемся. Огромным достижением и прорывом в популяризации национальной стрельбы стало включение в 2009 году пулевой стрельбы в программу 18-й спартакиады. Более 80 спортсменов состязались по 2 упражнениям в этом направлении. В нашей команде сейчас по пулевой стрельбе 5 человек. И по всем видам мы по разделам участвовали. Участвуем по легкой атлетике, по хавсагаю, перетягиванию палки и по национальным прыжкам участвуем, и многоборье. Вот и завершился второй день состязаний 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». По результатам 2 дней сегодня вечером первых победителей наградят на площади Победы. Анна Васильева, Арсен Степанов, Горный Улус. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Не забывайте о безопасности, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. А еще лучше получите вакцину. Всего доброго и до свидания.